Чувашии снова участились случаи выпадения из окон маленьких детей. Только на этой неделе травматологам, нейрохирургам и хирургам пришлось дважды проводить за операционным столом по несколько часов, чтобы стабилизировать состояние маленьких пациентов. В реанимации детской травматологии после падения из окон сейчас находятся две девочки. У обеих серьезные травмы – черепно-мозговые, органы грудной клетки, брюшной полости. 4-летняя малышка выпала из окна второго этажа, но повреждения от удара оказались очень тяжелыми. Врачи боролись за ее жизнь в течение 3,5 часов. В настоящее время мы состояние девочки стабилизировали. Но говорить о том, что будет дальше, пока очень проблематично. Девочка постарше, она упала более с высокой высоты. У нее тоже сочетанная травма, серьезная черепно-мозговая травма. Поврежден позвоночник. Нам тоже удалось ее полностью стабилизировать. Вчера оперативное вмешательство проводилось мультикомпонентной хирургической бригады. Работали нейрохирурги, хирурги, ортопеды, травматологи. Но тоже сейчас состояние стабилизировалось, а что будет дальше, время покажет. В реанимационном отделении созданы все условия для того, чтобы девочки как можно быстрее восстанавливались, пошли на поправку. При благополучном стечении обстоятельств после реанимации их будут ждать в отделении травматологии, а потом маленьким пациенткам предстоит еще непростой путь реабилитации. Травма очень тяжелая. Там помимо повреждения костей скелета, там повреждаются внутренние органы, которые и кровотечение внутреннее. В общем, тяжелые детишки. Но они после этого еще проходят реабилитационный период. И у нас в центре восстановительного лечения, в центре реабилитации. То есть это практически 2-3 месяца, если не более даже. Еще раз подчеркиваю, зависит от травмы. Так это тяжелая травма. За полгода врачи уже спасли жизни 14 детей, которые выпали из окон. Москитная сетка не служит защитой и не является преградой для любознательных малышей. Медики снова и снова напоминают родителям о том, что подобных трагедий легко избежать. Главное – следить не за сообщениями в чатах, а за детьми. Тем более, что по прогнозам синоптиков в республике установилась по-настоящему летняя и жаркая погода. А значит, в домах будет открываться все больше окон. Светлана Позднякова, Святослав Петров, Вести Чувашия.